2 уверенные победы. Эффектный. Если удобрять, все равно вырасти должно что-то. 5-1, Да. 1-5 Да. для Дурдо это достаточно. Нет, не надеетесь же, что я скажу? Да нет, это отвратительно, зачем все это сделали? В чем именно команда сделала шаг вперед в сравнении с началом сезона и конец сезона? Платят тебе не $3000, а 30 тысяч сомов. Ты на самокате, а я вот, смотри, на БМВ приехал. Там. Это Лига чемпионов того времени. Если ты видишь, что старый там бегает, упирается, пыхтит, и ты там молодой будешь здесь ничего не делать. В каком состоянии был чемпионат СССР? Титул, славу и меньше денег, или больше денег, мы вторые. То есть Сейчас там, это звучит и выглядит как будто, да, 2 что-то пенальти. нереальное. У меня даже хет-трик один есть. Роналду и Месси одновременно стали свободными агентами, и у нас есть средства их подписать. Кому бы первым позвонили? Ну, исходя из нашего, наверное, футбола, все-таки Роналду. Бақыт мен үшін ең чоң бақыт бұл балдарымның бақыты. Мен үшін бақыттылық бұл стабильность, да? Счастье – это когда рядом близкие, да, никто не болеет. Сен мындай кичинекей эле көңүлү кылып койсо эле аял заты сүйүнүп эметип калат да, кандай десем. Я думаю, в первую очередь женщинам нужно думать о себе. Любой бақыттылы болот болуш керек. Всем привет, друзья! Это Дурдой ТВ и очередной наш подкаст. Большой пауза, безусловно, но пауза, конечно, была обусловлена тем, что у нас проходил чемпионат, и, честно говоря, возможно, времени у моего соведущего особо не было. Вообще мы планировали каждый месяц снимать, а в итоге он у нас получился квартальным, да? Да. То есть раз в квартал мы снимаем выпуски. Но зато будет у нас чем поделиться. Гость действительно очень крутой, наверное, самый ожидаемый гость из всех возможных. Это двукратный чемпион Кыргызстана, 5-кратный обладатель Кубка Кыргызстана, лучший футболист чемпионата Кыргызстана 1994 года, игрок национальной сборной, тренер национальной сборной в свое время, также молодежной, и тренер футбольного клуба Дурдой Владимир Геннадьевич Сало. Добрый день. Добро пожаловать. Здравствуйте. Как вы? Сезон закончился, не вчера. То есть время прошло, какие-то Но, эмоции. тем не менее, да, можно, наверное, подвести какие-то итоги, каким был этот сезон для нашего футбольного клуба. Ну да, интересный год был. Понятное дело, много было и хороших вещей, и не очень. В целом, в каком-то из интервью, по-моему, после крайней нашей игры с Ушму, такой я, наверное, или на 4 с минусом, или на 3 с плюсом, потому что, Удовлетворительно. Да. Хотелось бы, чтобы ближе к хорошо было бы. Еще где-то на этой границе. Опять, понятное дело, кубок очень сильно добавляет в эту чашу. И недостаточно все-таки хорошее выступление в чемпионате страны. Особенно, всем свежо, наверное, последние 2 игры крайние. В целом, опять, интересный год, как минимум, я думаю, и для болельщиков, и для футболистов, для тренеров, для всего, наверное, футбольного мира страны год был интересным, мне кажется. Мне интересно больше ваша личная часть. В плане, сезон закончился, понятно, что во время чемпионата, когда конец сезона, вы все время в процессе, анализ чего-то, готовитесь. А сейчас как-то у вас получилось перестроиться к обыденной жизни, либо этой жизни уже нет? Выдохнуть. Да, выдохнуть. Просто. Однозначно, да, наверное, с финальным свистком в Карасу, когда он просвистел, хотелось полностью абстрагироваться, конечно, от футбола. Не означает, что я там отключил телефоны или что-то такое. До минимума свел общение с футболом. Сериалы смотрел разные, там где-то в компьютер поиграл, опять в игры далекие от футбола абсолютно. Это было недолго, потому что, прошла неделя, может, 2, и опять, как любой тренер, уже возвращаемся
к подготовке, ну, к мыслям, по крайней мере, о подготовке к новому чемпионату. Это и комплектация, ну и много-много чего. Ну, наверное, вы об этом мне еще спросите в течение, а то я сейчас одним монологом на все отвечу вам и пойдем домой. Сезон такой был уникальный для нас, потому что 14 команд давно не было. Ну, когда вы играли, тогда 14 команд, окей, было, но вот какой-то был перерыв, то у нас даже до 6 команд все спустилось, 10 команд было в среднем. Сейчас вот 14 команд. Как этот формат вообще вам, в целом, как тренеру? Какие-то новые неожиданности, может быть, вы с этим столкнулись? То есть мы же до этого, ну, чуть-чуть ранее играли в 3 круга. Да. То есть с одним соперником играешь там 3 матча, да? А с учетом кубка, то и больше. Да. В этот раз было 2 круга, такой полноценный чемпионат, очень интересный, много новых стадионов, больше выездов, новые команды и большое количество легионеров, которые только Да. добавляли интереса к чемпионату. Да, я только сторонник того, чтобы расширялся наш чемпионат, количество команд, чтобы было больше. Ну, разумных пределов. Я там не беру, чтобы как в Англии там или там по 20. Это для нас многовато, конечно. Но нормально, 14 команд, 26 игр с учетом кубка, ну, до 30 где-то. Ну, кто дальше пройдет в стадии. Понятное дело, очень интересно опять новые команды. Много новых тренеров. Каждый тренер там с каким-то определенным видением. Много новых футболистов с ближнего, дальнего зарубежья. Ну, особенно начало чемпионата было, ну, вообще непредсказуемое, наверное. Если бы там букмекерские конторы, наверное, там с ума сходили, на кого делать ставку в этом году и так далее. Ну, по именам были, когда уже были понятные составы команд, примерно было, ну, кто будет в фаворитах, кто будет, может быть, ниже, выше и так далее. По итогу, ну, из сложности, наверное, частые переносы. Вот это добавляли сложности. Опять я ни в коей мере не ищу там виноватых. Видимо, были какие-то объективные Но тем не причины. менее строить тренировочный процесс, Вот, это да, именно планировать подготовку, когда мы уже готовим к определенной дате команду, бах, или раньше, или позже, мы там или форсируем, или наоборот растягиваем. Для обычных людей, для обывателей это кажется, ну что, сыграете вы в среду или в четверг, какая разница? Ну, поверьте, разница есть и существенная, потому что, ну, повторюсь, если в тонкости не вдаваться, много нюансов, на которые переносы влияют. Ну, благо у нас футболисты такие воспринимают все это нормально, где-то и с юмором, где-то и... Ну, уже после 2-3 переносов уже все спокойно понимали, ну, когда я выхожу на тренировку, есть новости, и все начинают улыбаться, и говорят, ну вот, играем не тогда, и еще и бывает, что и не с теми, с кем планировали вообще. Ну, имеем то, что имеем. Ну да. в целом. Ну, как будто бы к 14 можно было привыкнуть, а уже 16 будет в следующем году. То есть еще больше команд у нас. Нужно еще раз, получается, нам перестраиваться, что-то придумать. География увеличивается Да, уже. Наверное, сильно перестраиваться не надо будет, ну, добавится еще дополнительно 4 игры, да, правильно? Я считаю, Да. еще 4 добавится. Ну, это не так критично. Очень нужно в этом плане учитывать глубину состава, потому что чем больше игр, тем больше вероятность потери футболистов, соответственно. Ну, или по травмам, там, по Дисквалификациям. по дисквалификациям, все верно. И для этого хотелось бы иметь глубину состава, то есть и скамейку, пусть не равноценную, но приближенную, по крайней мере, по уровню к игрокам основного состава. Вот так под календарь подстроимся, 2 новые команды. Снова будет интересно. Опять, по слухам, именитый тренер приезжает в одну из команд. Ну, опять, любое появление новых людей, ну, я сейчас про тренеров говорю, ну, только бы хотелось квалифицированных именно тренеров, оно всегда нам определенную там пищу ну, в общем, пищу для размышлений дает, и мы видим, что вот тренер с каким-то своим видением, может быть, подходом, и это и нас где-то бывает улучшает тренеров. Но, к сожалению, не так часто приезжают в нашу страну именно иностранные тренеры, ну, серьезного уровня, так скажем. А вы видите потолок какой-то, вот количество клубов, сколько должно быть в чемпионате? Как вы думаете? Ну, вот сейчас я бы не хотел, чтобы еще увеличили по причине просто дефицита футболистов. Именно легионеры же, понимаете, можно набрать сколько угодно, весь мир. Каталог, да, вот Да. у тебя каталог, Да, ты выбираешь, да? пальчиком Да. потыкал вот этих, ну, если лимита на него не будет. А вот когда подрастет сейчас смена, сейчас же видно, да, насколько массовый у нас и юношеский футбол. Ну, по крайней мере, я, честно говоря, не знаю насчет качества. К сожалению, выступления сейчас нашей сборной показали, что, может, качество не такое высокое, молодежное, я имею в виду, U17. Но на подходе много
есть футболистов именно с Кыргызстана, вот когда их будет количественно хотя бы, понятно, сейчас не говорим качественных, прям чтобы нам пришло 40 и все очень хорошего качества, но чтобы просто были футболисты. Сейчас даже многие команды вот сталкиваются с проблемой комплектации. Все мы хотим, конечно, хороших футболистов, там себе, ну, бывают ситуации, где уже просто приходится брать тех, кто есть, ну, вот, из местных. Повторяю, легионеров набрать можно сколько угодно, но с учетом слухов о том, что лимит чуть сократят в меньшую сторону легионеров, то есть опять нужны местные футболисты и, повторяюсь, желательно неплохого качества. Ну, а тут как получится уже, Как договоримся? как договоримся. Это Мгм. в этом мы мастера ведения переговоров. То есть в этом году лимит был 8 плюс Да. 3, то есть 3 кыргызстанца должны быть на поле. Насколько я знаю, на следующий год будет 7 плюс 4. На одного игрока сократят, да? Да, на одного уменьшения. Здесь скорее не уменьшение, а увеличение на одного местного, я так Мгм, лучше сказал, да. чтобы должно быть больше местных. Когда у тебя всего лишь 3 местных футболиста, ну, 3 ты всегда найдешь, так Мгм. скажем. Ну да. Ну, 3, пусть 6 даже можешь взять, вот который 3, чтобы эти трое заменяли, и 15 легионеров, грубо говоря. А вот когда уже от 8, вот, грубо говоря, 4 в основе местных, сейчас вот футболисты 4, их должны поменять 8. Вот уже сейчас 16 команд умножаем на 8, ну, за 100 с чем-то должно быть М. местных футболистов, ну, опять-таки, уровня высшей лиги. Опять, это столько не факт, что вот наберется. Как вы считаете, лично ваше мнение? То есть есть много примеров стран, где нет лимита вообще. То есть хоть 11 человек могут быть иностранцы. Может, в Мгм. Казахстане даже. В Казахстане так, тогда. Даже в Казахстане. Ваше мнение, это плюс или минус, или как? Нет, ну я бы не хотел, конечно, чтобы была, ну, возможность играть только легионерами. Опять, любой какими-либо финансовыми хорошими возможностями клуб, ну, было бы сложно с ним конкурировать. Но и опять, и куда идти нашим местным футболистам? Опять в команды, которые внизу таблицы, грубо говоря, у тех, у кого нет денег на легионеров, на большое количество. Ну, может, с учетом, опять-таки, дефицита нынешнего, я бы, может быть, и сейчас еще и не сокращал количество легионеров, потому что, повторюсь, вот, Больше команд стало. больше команд, да, а футболистов пока больше не стало. То есть, еще раз, вот когда, может, 3-4 года, когда вот эти все наши ю-ю-ю подойдут, уже повзрослеют, когда будет, повторюсь, хотя бы количественно много футболистов, не говоря уже о качестве, тогда уже можно и думать и о расширении лиги, о сокращении числа легионеров. Легионеры сейчас определенную пользу приносят, потому что многие приезжают хорошего уровня легионеры. Бывает, честно говоря, такие, что, ну, зачем вы их брали? Ну, опять. Ну, и в нашей команде, грубо говоря, такое было, где футболист местный, но не на грамм не хуже приезжего футболиста, а берут футболиста, опять-таки, просто из-за того, что нету, и берут количеством, и, ну, играет кто как, я повторюсь, в каждой команде много легионеров. Мы, наверное, из верхней четверки с наименьшим, да, количеством легионеров, ну, по крайней мере, в стартовом составе, если брать. Ну, Барс плюс-минус, наверное, Барс, еще был. наверное, да. Но первую половину сезона Барс там много Много легионеров было, выходило в да. старте. Ну, у нас, потом, считай, 3, да, наверное. Ну, не 3, 2 центральных защитника, 2 центральных по-моему, полузащитника. максимум 5 у нас выходило в старте. Да, ну это когда Алекс, наверное, был. Так-то у нас 2 центральных Да. защитника, 2 центральных полузащитника, и когда если Алекс 5, ну вот 5. И, ну, мы, вот сколько я вспоминаю игр, почти всегда с полным лимитом играют соперники. То есть 8 почти Да. всегда у всех. У нас никогда 8 не выходило прям, да? В этом сезоне ни одного, М. может, даже У нас всего, не может, набралось да, бы. набралось бы 8 всего. Ну. Не, ну набралось, наверное, там Тамик, Арстан, Андрей Амонов, наверное. 8, наверное, всего у нас 8 было, наверное. Такой тоже вопрос. Еще одна уникальность, то, что в этом году у нас много новых стадионов вообще открывалось, да, и вот эти клубы, у них новые арены, и понятно, что у нас пока новой арены нет, мы дома у себя играем, но поездили, много было выездов на эти новые стадионы, новые арены, новая инфраструктура. Вообще, в целом, какое отношение у вас к инфраструктуре обновленной? Помогает ли, поможет ли она вообще развитию футбола, как вы считаете, глобально? Это вопрос с категории, когда ты знаешь ответ на Да. вопрос, да, мне кажется. Ну, вы что, не надеетесь же, что я скажу? Да нет, это отвратительно, зачем все это сделали? Конечно, это хорошо, это все, ну, и те стадионы, на которых на новых мы бывали, ну, здорово, прямо, ну, повторюсь, сейчас, наверное, не назовешь, который какой-то выпадает из общей, в общем, везде хороший, на каких-то очень хороший стадион, поле похуже, там, если брать Карабалту, идеальный газон, ну, может быть,
еще инфраструктура стадиона еще может быть не Где-то идеальна. можно еще там. Да, улучшить. Крыша Ну, нужна, да, Да, кстати. ну вот мне такое я бы хотел сказать. Ну, стадионы красивые, но как людей заманить-то на эти стадионы? Вот, да. А заманить, наверное, только футболом надо, чтобы опять ходили болельщики на футбол, а чтобы ходили, наверное, должен быть футбол интересным в первую очередь. Ну, а для того, чтобы был он интересный, на мой взгляд, ну, помимо строительства стадионов, нужно, конечно, строить в целом инфраструктуру во всех клубах. Ну, я имею в виду, где готовится. Где готовится Базы, да? да, футболист, ну или даже, да, ну лучше правильно, базы. Мгм. Где готовится футболист, чтобы выйти потом на этот стадион и играть так, чтобы сегодня тебе пришло 500 человек, через игру 700 и так далее, и так далее. Потому что, ну и подготовка резерва, конечно. Я имею в виду сейчас про детский футбол, которому, ну, где-то больше внимания уделяется, где-то меньше. Ну, там главное наше все. Не брать с Европы футболистов, а вот готовить своих. Ну и со временем, чтобы у нас росли хорошие футболисты, а чтобы они росли, нужно место, где они тренироваться должны хорошее. Ну и уровень тренерский, конечно, тоже нужно повышать. Опять не хочу там за кого-то плохо говорить. Я на многих стадионах был, многие видел, как работают тренеры детские, но иногда просто ужасаешься тому, что происходит. Опять не хочу этой темы касаться. Все сейчас во многом упирается в финансовую составляющую. Все, наверное, знаете, как многие тренеры работают, что у них на первом месте. Мало у кого стоит результат, а в основном, повторю, финансовая составляющая. И когда только ей ты внимание уделяешь, редко получится, чтобы у тебя была или хорошая команда, или хороший футболист. Ну и условия для работы. Это обязательно. Говорю, тренируюсь где-то на четвертинке 20 человеками. Трудно будет вырастить хороших футболистов. Ну, при желании, как говорится, если очень хочет этого тренер, если всю душу будет вкладывать, и там можно чего-то добиться, но этого нужно хотеть. Ну и повторюсь, тренерское образование плюс условия для тренировок, и пройдет несколько лет, и стадионы наши, я думаю, все, которые построены, будут При том полные. темпе, который сейчас Да. уделяется футболу, думаю, Да. там результат и... Должно прийти. Да, Потому что обязательно. когда, Это вопрос времени, скорее да, всего. когда столько финансовых средств и просто всяких ресурсов уделяется определенной отрасли, ну, не может. Если удобрять, все равно вырасти должно что-то. Да. Главное, чтобы это все делать правильно, ну и последовательно, чтобы не метаться там из стороны в сторону. Сегодня мы по этой, там, так работаем, не пошло, что-то убрали, все заново. Ну, в общем, попытаться выстроить систему. Я говорю, это и в клубах, и, наверное, и в сборных. Ну, им, может быть, не торопиться, постараться. Ну, Это Футбол, да, это же не так, что Да. результат здесь сейчас, да, сразу Да. будет. все хотят так вот, и, ну, редко такое бывает. Вот сейчас, вот с данного этапа, вот чуть-чуть подождать, 5, 7, может, 10 лет, когда вот эта вся сейчас наша массовость детского футбола, если, повторюсь, хорошо работать, правильно, и должно вырасти прямо, и следующее поколение, будем надеяться, уже будет с очень качественными футболистами, ну и, соответственно, и чемпионат наш улучшится, и игры сборной будут радовать нас всех, как и болельщиков, и специалистов и так далее. Вы сказали про интересный футбол, то, что интересный футбол привлекает зрителей. Как раз таки про интересный футбол. Кубок Кыргызстана. Это был самый интересный турнир для нас в этом году. В плане мы взяли самый главный трофей наш, который в этом году действительно кровью и потом. Каждый матч действительно был... Несмотря ни на что. Да, несмотря ни на что, абсолютно, здесь Что согласен. это вы завуалировали? Мы все прекрасно понимаем, да? Не на всех соперников, скажем так. Так И мы скажем. начинали еще этот турнир с 1/16. То есть, если кто-то Раньше. начинал с 1/4, мы начинали раньше всех этот турнир. Одни из тех, кто раньше всех. Топ-тим, да, первый матч? Да, 1/16 финала. С матча против медиа-команды мы начинаем, то есть... Да. То есть, самого- получается, топ-тим проиграл только чемпионам, да? Получается, молодцы, Макс, Ну, молодцы. Итак, серьезно, ну не серьезно, все-таки сопротивление оказали. Гоша в первую очередь старался очень. Я Принципиальный матч для него был, да? принципиально, он все думал, после этой игры возьмем его игроком, наверное, рассчитывал. Не дотянули чуть-чуть. Да, вот, во-первых, спасибо большое за эти эмоции, потому что я был на трибунах, это действительно... Просто ты ходишь на матчи и кайфуешь, то есть такого можно увидеть очень редко. А особенно кубковые матчи, они же такие вот на выбывание, когда ты понимаешь, что, ну, ошибка и все, вылет. А на чемпионате это как-то по-другому ощущается. Здесь Есть право на ошибки, да? Да, здесь право на ошибку, здесь другая история. Вот. Вот мне интересно, вот какие вот ключевые были факторы вот этой победы нашей команды на Кубке Кыргызстана?
долго ж мы там играли, и игры были разные. Опять возьмем и игру Стоп-Тим, и следующая игра у нас уже с Абдышатой. Правильно? Да. Очередная же Всё не верно. путаю, Алга была позже, да? Ну, то есть, грубо говоря, не в обиду Топ-Тим, первая проходная игра, и сразу с чемпионом прошлого, ну, просто с чемпионом. Последних 3 лет. Да, и играем в 1/8. То есть, довольно на очень ранней стадии мы играем. Но эта игра, считаю, ну, не то чтобы ключевая, дала веру в то, что мы как минимум пройдем далеко. Мы там сетку далеко не смотрели, опять. Выходили с Абдышатой тоже. Не сказать, что без особой веры, но опять все мысли на тот момент были в чемпионате, потому что кубок опять-таки, как вы сказали, повезет. как повезет. Сегодня в игре. А тут и по содержанию была игра хорошая, во-первых. Во-вторых, по проявлению вот именно характера, бойцовских всех вещей, ну, 120 минут, это чистого 120, там со всеми делами, то и все 130-140, возможно, была игра. И серия пенальти, ну и опять сильной радости особой не было после этой победы. Ну, опять мы же понимаем, что еще очень далеко нам до титула, очень. Ну, сыграли, выиграли у хорошего соперника, то есть у титулованного, у чемпиона. Выиграли, ну, может, Абдышата скажет, не по игре, я все-таки считаю, что мы были сильнее в этой игре. Пенальти, все, выиграли. После нее, наверное, уже как-то потом посмотрели, ну, сетку, знали Алга на тот момент еще, ну, та Алга, которая, ну, в основном молодые парни там были, в принципе, мы предполагали, что их тоже пройдем. Ну, и потом был Алай, ну да, 2, наверное, такие запоминающие, особенно для болельщиков игры, 2 уверенные победы. Эффектный. Да, Да. ну, прям и с хорошим, на мой взгляд, футболом именно такие, что, ну, более чем заслуженно мы, в общем, победили в этих играх. Там уже было понимание, что, ну, все, теперь одна игра у нас осталась только. Ну, и тут ключевым фактором перед финалом, наверное, послужило что? 2 поражения. Ну, в первую очередь, второе, Да. конечно. Мы тогда проиграли Бирсу, а потом Да, Караколи с- 1-5. Да. И вот, казалось бы, что мы в глубокой яме. Разные 2 поражения, понятно, у Дулбирса одно поражение, от Варса чуть по футболу другое. И вот после этого была встреча с руководством, у меня, в первую очередь. Ну, такая походя, так скажем, встреча. Оскар Баке приехал на стадион, то есть не где-то не в кабинете, а прям там на поле мы поговорили. Он просил команду собрать. Ну, и говорит, что мне сейчас сказать футболистам? Сам Оскар Баке спросил. Я говорю, ну, наверное, скажите, что вы еще верите в нас. Вот именно перед этим кубком. Понятно, все мы ожидали Пихача, каких-то, ну, решений, там, не знаю, отставок, штрафов, чего угодно мы ожидали в этой игре. Наверное, если бы это произошло, скорее всего, бы вряд ли был бы у нас титул. Поэтому и очень благодарен Оскар Баке, что он услышал меня и, ну, принял такое решение. Я говорю, давайте финал сыграем, ну и потом принимайте уже решение, ну, какое хотите, там, говорю, доставайте топоры, рубите там голову Потому что штабу. 5-1, Да. 1-5 Да. для Дурдо это достаточно. Более. Мне Да. там все статистики стали приводить, там, ну, много доброжелателей в окружении, там, и Оскар Баке, так вот, это никогда в жизни Дордой столько не пропускал. Я говорю, ну, понятное дело, мы ж на то здесь и поставлены, чтобы рушить все традиции, статистики. Вот мы решили таким образом. И вот, наверное, может быть, и эти слова, и то, что, может быть, все вот эти неудачные моменты, которые были, ну, в игре с Албирсом, миллион неиспользованных моментов, в той же игре с Барсом, опять забиваем мы свое, чуть надежнее играем в обороне, тоже могло сложиться все иначе. И, может быть, вот это все, что нам нехорошего отмерено было в этом году, мы вот в эти 2 игры поместили, а все, что хорошее, вот, пришли на финал. Ну и финал, я думаю, тоже был на заглядение, Да. я говорю, и в плане футбола, и в плане результата. Поэтому, конечно, значимый, ну, и у меня в тренерской карьере это даже не, наверное, не просто значимый. Ну, нет, значимый, так-то еще какие-то титулы, достижения были. Но это, понятно, пока вершина моего тренерства, вот этот титул. Пока. Пока, конечно, после нашего сегодняшнего разговора-то я воодушевлюсь да. еще сильнее. Плюс еще то, что надо отметить, было открытие стадиона. Да. Карасу, Вот, да. приезд первых лиц государства, полный стадион, куда там даже наши болельщики Еле попали просто, попали, да. да, ты сам знаешь об Да. этом. То есть это все так добавляло в значимость, да, этого Да. трофея. Интересно было то, что там болельщиков Дордой было больше, чем у Мураса. То есть я был на трибунах. Вот именно почему-то наша трибуна, вот эта восточная, по-моему, да, она реально была болельщиков Дордоя, местные Карасу же было, да? Карасуйские местные болельщики болели за Дордой. Я был в шоке, если честно, но они говорят, а почему? Говорит, ну, говорит, просто Дордой
Потому что это такой исторический клуб, только поэтому значимость для нашей страны, для нашего футбола большая такая. И поэтому болели. Это было очень круто. И вот такой вопрос тоже у меня здесь. В эмоциональном плане это какая-то вершина. То есть каждый матч в Кубке это было реально очень сложно. То есть это были 120 минут, тяжелейшая игра, камбэки. А потом после этой игры перестраиваться на чемпионат Кыргызстана. Как вы мотивировали игроков, как вы разговаривали с ними, чтобы вот не было такого эмоционального выгорания у Да, у игроков? нас сразу матч Карабалтой был, Да. а у Мураса был выезд в Караколе как раз, сразу после финала. И Да, вот да. Да, и заметили, Мурас же проиграл, да, Да. кажется? Да. И мы очень тяжело провели игру с Карабалтой, выиграли 1-0, но и по содержанию, и правильно, по уровню вот уже огня в глазах, ну, весь, наверное, он сгорел в финале, ну, не весь, но большая часть. Мы где-то, ну, не то чтобы там на классе, ну, наверное, просто на том, что индивидуально наши футболисты чуть посильнее, чем футболисты Кыргыз-Алтына на тот момент. Потому что ни по-тренерски там не обыграли мы, ни по каким-то командным вещам не поиграли. Просто, как я часто говорю, мы чаще попадаем по мячу, чем соперники, грубо говоря. Мы здесь 8 раз по мячу попадем, а они 6 раз. И поэтому, наверное, и гол забили, потом оборонялись, и следующая игра у нас Азия-гол, да, по-моему, была после. Тоже была такая, не наш футбол, как будто бы мы все еще вот этот груз несли с собой финала. Ну, плюс физически очень там подустали. Ну, и опять эмоциональная такая опустошенность. И уже после Азия-гол уже хорошая игра была с Алгой, которая по содержанию мне, так скажем, понравилась против команды, которая большими силами обороняется, плюс качественно, умело, квалифицированно обороняется. Мы сумели там их скрыть, взломать. Ну и потом вот эта серия наша длинная из побед прошла, которая сперва дала нам надежду. Да, а потом в игре с Абдышатой опять. Ну, футбол. повезло, да? Ну, как, везет. Где-то повезло, где-то не Да, повезло. где-то, да. Наверное, мы равномерно все-таки удачу в этом году распределили. Удачи, и количество удач, неудач. Ну, хотя и говорят, везет сильнейшим. Ну, наверное, не всегда все-таки. По-разному бывает. Бывает, что прям не везет и не везет. Опять, если вспомнить ту игру с Эльбирсом, ну, прям. Вот Дальше, да? У нас был до сих пор этот матч с Эльбирсом, да, как и у всех, наверное, болельщиков тоже. Да, очень сложный матч, чтобы как-то вспоминать его. Понимаем. Тоже ехали туда как будто бы, и даже у болельщиков было осознание то, что, ну, 3 очка. То есть, понятно, сейчас поедем, там 2 часа там потусуемся в Канте и обратно приедем там с победой. Даже, может быть, и у нас. И плюс после этой игры 3-недельная пауза. То есть отпуск еще у нас на тот момент. То есть понимаете, как все сложилось? И недооценка соперника, и все уже футболисты на чемоданах, кто отдохнуть, кто-то на курорт, кто-то на Иссык-Куль. Все уже были не на игре, так скажем, в этой игре. Ну и, соответственно, получили то, что получили. Хорошо. Сейчас вот хотелось бы по игрокам поговорить, по составу футболистов. Начнем с вратаря вообще, наверное, да? Потому что основным вратарем первое время мы привыкли видеть Хуламбека Нурламбекова. Он действительно себя хорошо заявил, и я думаю, что один из лучших вратарей Кыргызстана. Здесь и сейчас он являлся. Потом получил травму. Как вообще в целом вы эту травму, смотрели на эту травму, и как-то отреагировали вообще, потери ощущали ли? А вот после нее сразу же мы видим, как появляется еще один парень, Адлет Абдраимов, может быть, для вас это не новость, но для болельщиков, для широкой массы новая фигура, да? Новое имя, да. Новое имя, и как будто бы по качеству, то есть, в принципе, как будто бы не было разницы. Не почувствовали, да? Да, Большой мы не там почувствовали. разницы. Парень выстрелил, как будто был готов к этой замене, прям ждал все время. Который раз похвалю работу Кашуба Валерия Юрьевича, тренера вратарей наших. Мы часто обсуждали, все, я там когда-то интересовался, ну, дашь ли ты еще до травмы Кури, дашь ли шанс там Аделету сыграть? Нет, ну, у них же вратарей свои там, пока прет, пусть играет. Ну и тут случилось то, что случилось. Я, честно, не сильно переживал за это, потому что вы-то видите Аделета редко, а мы-то видим его на каждой тренировке. То есть и видим, что это не означает, что Кури там Буфон, а Аделет это Буфон. Потому что на самом деле по вратарским у них не очень большая разница в классе. Ну, опять, просто привыкли все Кури. Потому что когда мы видим на тренировке, что Аделет действует не хуже, ну, по многим вратарским параметрам, то есть и игра на линии, игра на выходах, игра ногами, я сильно не переживал, потому что я, повторяю, знаю, как работает Юрич, поэтому боялся единственное психологического какого-то давления, ну, что вот бывает Груз сгорит. ответственности. Да. То, что вот по своим вратарским качествам я вообще не переживал, что вот он может провалить игру или что такое, если там в голове у него что-то не взорвется.
один момент. И я еще, ну, не совсем верно будет, но где-то стало плюсом травма Кури. То, что сильно смотивировало нашу игру в обороне. Потому что когда играет у тебя ну, на ощущениях сверхнадежный вратарь, а сейчас выходит вратарь номер 2. И все равно это, я просто и по себе помню, я же тоже так в обороне играл. Ты знаешь, когда если вратарь у тебя очень хороший, ты можешь в каких-то моментах, ну, что-то... Дать слабину. Да, потому что, знаешь, он потащит все равно. А сейчас уже в таких ситуациях уже понимают защитники, ну, кто бы ты, ну, все, кто в обороне участвует, сейчас как будто бы надо еще построже, еще. И вот парень 19 лет выиграл кубок. Кстати, посмотри, по статистике, были моложе? Вратари. Да, именно выигравшие кубок. Не просидевшие на скамейке. Надо вот именно посмотреть, кто на сыгравшие. момент финала, сколько ему лет было. Да, Ну да. именно в игре. Поэтому, ну, мне кажется, если и будет, то может быть один, а то может быть и не будет. Молодец, Адилет, он и потом все-то игры тоже играл достаточно уверенно, поэтому... Я говорю, большой разницы у нас во вратарской линии нету. Наверное, Кури, ну, даже не в плане чуть поопытнее, наверное, потому что он больше игр сыграл серьезных. Адилет, может, где-то там за дубль сыграл, ну, серьезных игр не было. Ну, а поэтому по вратарским именно качествам он, если уступает, то немного. А в чем-то, может, превосходит. Отлично ногами оба играют. Адилет даже, наверное, лучше играет ногами, 2 ногами, что сейчас для современного футбола хорошо. То есть может передать, ну, 2 ногами, все мы понимаем. Ну и сыграл, ну, молодец, что... Ну, там вся команда, повторюсь, хорошо. У него Да. как таковой-то серьезной работы не было, насколько я помню. В финале, если брать игру с Узгеном, да, у нас где-то повыручал нас с Узгеном, по-моему, да? Здесь, в Бишкеке. Да, лучшего. Лучшим играл. Да. Вот там он действительно выручил. Где-то с Мурасом в финале, ну, не то чтобы... главное, не провалил, вот. Свое все, что было, отбил, поймал и так далее. А никто ж не просит там из девяток. А вот с Узгеном именно он выручил, и его большая заслуга Потащил. в нашей победе. Потому что мы опять один тайм играем хорошо, второй иногда хуже. Молодец, я же говорю. У нас не молодцов мало в команде. Мы вот до этого с Валерием Юрьевичем разговаривали вот на тему вратарей, и вот отмечу тот факт, что у нас оба вратари, они, скажем, местные, да? Да. Во многих других командах мы видим либо один, а может быть и 2 первых вратаря, они иностранцы. Да. И перед сезоном, когда вот проводилась комплектация, да, как у вас работа, обсуждение происходило в тренерском штабе? Были ли идеи где-то там довериться или там пригласить какого-то иностранного вратаря, чтобы там подстраховаться, да? И когда травму получил Курманбек, не было ли мыслей по этому поводу, надо было там где-то подстраховаться, взять? Нет, вопрос о легионере вратаря не стояло, потому что ввиду того, что не так много нам отмеряют... Бюджет. Да. И тратить его на вратаря, то есть я был... Ну, Юрьевич об этом и не заикался даже, но я бы все равно был бы против. То есть если бы стоял вратарь... вопрос взять вратаря Лего или взять полевого, на определенную позицию, я бы вратаря даже не рассматривал. С учетом тех вратарей, которые были на тот момент. Если бы у нас там, грубо говоря, был Байзак и все, понятное дело, мы бы где-то искали вратаря. Кури игрок сборной, молодежной и национальной. Зачем нам? От добра не ищут, Адилет игрок молодежной сборной. Опять, это все наше будущее с хорошим возрастом, с большущими перспективами, я бы даже сказал, с учетом большого дефицита вратарей в стране. Я имею в виду опять местных вратарей. Но это люди, за которых сейчас надо цепляться, это штучный товар, как вот я еще... И центральные защитники. Вот то, что сейчас, на мой взгляд, в стране из местных не хватает. Посмотрите, почти в каждой команде центральные защитники иностранцы. Это о чем говорит? Оба центральных. Зачастую и оба. Да, почти везде оба центральные. Это дефицит. То у нас Браузман, из верхней четверки. И все, наверное, да? Из местных центральных защитников Мурас 2. Барс Кичен еще, да, наверное? Да. Кичен, да. Поэтому и вратари, опять-таки, Марсель только, и все остальные. И в Абдышке, да, еще там Руслан Амиров, Сулик, да. Поэтому вратарская линия у нас опять и укомплектована, и на этот год, с учетом того, что у них, насколько я знаю, контракты действуют еще на этот год, поэтому опять, скорее всего, позицию вратаря со стороны мы рассматривать не будем. Юрьевич умеет делать конфетку, то есть бриллианты. Даже вспомним Байзака, который был тогда,
шутки над ним и все. А сейчас он неплохой вратарь. Прям Набрал. такой, да, набрал, и тоже. И главное там их в голове вратарской, чтобы было все нормально. По вратарской линии все неплохо у нас. Это же оба еще наши, да? Воспитание. Игроки, воспитанники, да? Нужно учитывать то, что реально у нас хорошая школа вратарей. То есть посмотрим на чемпионат Кыргызстана, вот самые топовые местные игроки, вратари — это воспитанники Академии Дордоя. Что Плюс-минус. можно похвастаться этим, то, что у нас вратари реально хорошие, качественные всегда ходят. Такой вопрос. Открытие для вас, игрок. Есть ли такое именно такое имя, которое для вас стало в этом году открытием? В чемпионате или в нашей команде? нашей В команде нашей, да. Ну, однозначно, Кобылянский. М. Да, потому что, ну, я уже много этой истории рассказал. Парень просто в последний вагон, ну, уже когда мы там именно искали левоногого полузащитника, именно левоногого, вначале приехал некто Сорокин, да, который сейчас в Волге там, ну, тоже левша, тоже, ну, вот одну игру и сыграл, даже не помню, с кем в Куполе. Медиалига. Да, да, Топ- как казахская, да, э, по-моему? В порядке. В порядке, да? Мы его проиграли 1-0. Да, и после этого, ну, сразу было понятно не то, а уже тогда было выбор между Кобылянским и Сорокиным. Ну, выбор как? 2 видео у меня было. М. Два кандидата. Да, одно с Сорокиным, Да. одно с Кобылянским. Ну, так посмотрел. Сорокин приглянулся, как будто он чуть повзрослее, поопытнее, я думал. Ну, Повидавший. Да, такой. А Влад был М. помладше, ну, думаю, бог его знает что-то. Но если бы я там повнимательнее его просматривал, что он игрок молодежных сборных Украины Мгм. различных. Ну, и когда он приехал, просто на контрасте Сорокин прилетел, ну, ночью также прилетел, наверное, с утра у нас там, не с утра, в 12, да, у нас обычно зимой тренировки, но он попросил там что-то там по кругу или что-то Мгм. такое. А у нас зимой обычно беговая работа или силовая какая-то. И Влад приехал, то же самое, тем же рейсом, ну, спустя сколько-то времени. И у нас беговая работа. Я говорю, Влад, может, там посуне, я справлюсь. И он отмолотил все наши, которые уже давно тренировались, М. уже там начали падать, и тошнить их начал, а он все отбегал. И у него такое телосложение же, видимо, он там не худенький такой, Мгм. крепкий парень, но у него такой объем сумасшедший. Он в каждой игре Больше по- всех бегает. да, Ничего себе. по вот показателям датчика. Это ж я же говорю, это ж уникальное. Вот в игре с Абдышатой я вообще не знаю, бывают такие цифры или нет. 16 километров. Чу. Не, ну понятно, что мы там 2 дополнительных Мгм. тайма Ну играли, да, но тем не менее. И там момент был во втором, 4-м тайме, то есть что-то отбор, и он со своей половины понесся поддерживать атаку нашу еще. Ну, это такое для меня было впечатление, что вот, ну, не помню, там, ну, наверное, не забили мы, но тем не менее, что вот сумасшедший. Ну, а потом, когда мы разглядели его техническую оснащенность, его футбольный интеллект, ну, и тогда мы... Человеческие И качества. человеческий, интересный парень, и вообще неинтересный, с такой, знаете, со своим мнением почти на все. То есть он не доказывает свою правоту, но если ему говоришь, он говорит, ну, я как бы считаю иначе. И он не будет упираться там, что вот и М. пытаться доказать. Вы приводите свои аргументы, но я все равно буду думать вот так. По футболу-то я его там чуть-чуть перестроил, когда он не очень хотел делать то, что мы Мгм. делаем часто на поле. Это он принял, потом начал делать. И вот, ну и, наверное, и болельщикам всем полюбился, и я точно знаю, и руководству клуба очень приглянулся. Ну, то есть это даже не открытие, это просто наше такое удачное приобретение, можно сказать. Потому что, ну, здесь мы настолько угадали, ну, прям как, я даже не знаю, кто бы мог бы лучше нам сильнее помочь, чем Влад в этом году. Я имею в виду по игре в атаке, в Мгм. первую очередь, мы это берем, да. Момент такой, то что команда в этом сезоне провела 32 матча, 26 в чемпионате, 6 в кубке. Из 32 Влад сыграл 32 матча. Из 32 он в 31 выходил как игрок стартового состава. Я не помню, где он выходил на замену. Это, наверное, кубковая была, с Ну, топ-тимом, да, наверное, или да. не знаю. Может быть, да. Ну, то есть такая цифра, да, 32 матча из 32. Насколько вот человек нужен команде в любой игре с любым соперником и так далее. Во-первых, он универсальный очень, то есть мы, если начинаем игру с какой-то командой, где мы там доминируем, мы его чуть повыше поднимаем, больше надеемся на его атакующие вещи, ну, где-то уже конец игры, мы там ведем в счете, где немножко подумать о вороне, он опускается ниже и опять ни капельки не портит ничего. И, ну, универсальный футболист, ну и в целом очень, ну, наверное, один из лучших легионеров в стране в этом Мгм. году, на мой взгляд. Мы-то всех видели, ну, можно с кем-то сравнивать, спорить, ну, из полузащитников, наверное, точно. И из атакующих уж давайте так конкретно сузим. Потому что там и Карич очень футболист, который, ну, нашему всему тренерскому штабу очень нравится.
опять-таки, моторный, большой объем работы. Ну, а Влад, повторюсь, по интеллекту, по технике, просто молодец. Был ли такой игрок, есть такой игрок, который сделал значительный шаг в развитии при вас? Если вот прям брать, если еще больше чуть период взять с того года, наверное, двоих я отмечу. Адиль Кадыржанов. То есть сейчас он сильно добавил, он тоже понял требования, которые к нему есть именно с его позиции, то есть что он делать должен именно в атакующих действиях, то есть в первую очередь развороты атак, где-то, может, через диагональ, ну и плюс подборы. Начал действовать так. Ему бы вот еще раз добавить технической оснащенности, потому что, это тоже позиция такая, где человек должен очень хорошо с мячом играть. То есть если, например, возьмем Эрбола Атабаева в Дышате, для сравнения его работа с мячом, насколько позиции их похожи, вот этот компонент добавить, потому что Адиль, он тоже очень объемный, он всегда с Владом, у них делят они первое место, такое условное первое место по объему пробегаемой Беговой работы. дистанции, беговой работы. Ну и, наверное, Арслан Бекбердинов. В плане таком он добавил, на мой взгляд. Во-первых, у нас же такая ситуация интересная. У нас правша играет слева в обороне, что тоже достаточно редкая вещь. Опять, я сейчас в большей степени рассматриваю прогресс футболиста именно в атакующих действиях. В этом плане, Арслан, опять-таки, наверное, один из самых умных футболистов у нас. Опять, казалось бы, играет левого защитника. Если опять детально проанализировать все вот наши, не все матчи, в некоторых тоже, соответственно, все игры хорошо сыграть тяжело, но в многих играх вот он тот человек, который, можно сказать, от которого идет направление атаки, правильное направление, то есть или он по своему флангу хорошую передачу дает, или разворачивает атаку. То есть вот по атакующим действиям он один из, многие все приняли этот футбол, который мы требуем. Вот он ему понятен, и я так более чем уверен, приятен вот этот футбол, то, что он играет. Немножко, возможно, он, не сказать, чтобы сбавил, но мы и мало так в целом оборонялись, то есть именно по своим непосредственным функциям оборонительным, зачастую где-то, может, его и обыгрывать, не зачастую, бывали ситуации, где вот он как защитник недостаточно хорошо действовал. Но в плане организации атак и действий в атакующих действиях он прям молодец. Вот он, и мы все там в штабе тоже отмечаем, что парень тоже очень умный, опять 3-го года, то есть опять вся футбольная жизнь впереди. Хотелось бы, чтобы там, где его будут использовать, или в нашей команде, или там в сборных, и сейчас даже игры сборных смотрим, насколько вот развитие атаки отличается, когда мяч у него и когда мяч у Криса. Хотя Крис тоже играет в команде, которая тоже доминирует и любит комбинационный футбол. То есть, опять-таки, он не бьет вперед, но вот опять передача бывает во фланг просто от центрального защитника левому. Это самый такой элементарный. Или бывает вертикальная передача между линиями и так далее. Опять где-то скрытая, спрятанная. В этом плане вот Арслан сборная играет лево-центрально, у нас левого защитника. Но они практически позиции похожи, и видно, что он вроде бы левша, но убирает мяч под правой ногой, и, то есть, соответственно, все поле у них. Когда убираешь под левую ногу, у тебя только... Угол. Да, только вот прямая, а когда под правую, ты влево, вправо и так далее. Вот у меня вопрос по Арслану, извините, если перебью. Он выступает в сборной в центре защиты. То ранее у него тоже был опыт выступления в центре защиты. Дорогой он стал играть слева в защите. А вы его не рассматривали именно как центрального защитника? То есть я не помню, например, ни одну игру, чтобы он Дурдой сыграл там или подменял даже где-то центральный. Нет, подменял было, я тоже не вспомню точно, там то ли с папой были, но опять, это уже по ходу игры было. Не знаю. Знаешь, я в первую очередь рассматриваю центральных защитников с высоким степенем надежности оборонительных действий. В этом плане Арс еще немножко, так скажем, плюс ростовые данные для центрального защитника у него недостаточные, на мой взгляд. И он бы с этим ростом, если бы обладал сумасшедшей прыгучестью, так скажем, ты 1,80 м, еще на 40 сантиметров прыгаешь, грубо говоря, или там на 60, на 70. Тогда, как вариант, с учетом сейчас, по крайней мере, в нашем чемпионате очень много кто играет длинными передачами, задача центральных защитников снять, постараться весь верх. Я не уверен, что Арслан весь бы верх снял. Вот команда, которая бы против нас играла бы в комбинационный футбол, там хорошо он бы себя чувствовал, потому что он и прочитать может, и вот эти в общем, когда внизу, он бы очень хорошо справлялся. Когда много верховой борьбы и много атлетической борьбы,
образно говоря, вот представь, против нас бы играл Алекс Мырджа. Ну, и Арслан там, ну, сложно было бы Арслан. А так на фланге ему интеллекта его хватит, еще раз повторю, для игры центральным защитником вполне. Но вот, на мой взгляд, не хватает немножко габаритов именно для игры центральным защитником, на мой взгляд. Ну, еще раз, в сборной используют его достаточно неплохо он выглядел, ну, за исключением игры против сборной России, где Ну, там, мало кто по-моему, хорошо. Да, там это отдельная история. Поэтому Адиль Кадыржанов, если подытожить все, что я тут длинно говорил, в плане футбольном вырос сильно. Ну и Арслан. Ну, Арслан бы, наверное, в любой команде бы вырос, потому что, еще раз говорю, ну, умный парень именно по футболу, ну и не только по футбольному, и в целом он достаточно не глупый, и он понимает то, что от него хотят, я уверен, и в сборной, то, что от него требуют, он пытается исполнять. Просто одно, когда ты делаешь то, что от тебя требуют, и другое, то, что ты делаешь, когда от тебя требуют, и ты этого еще и хочешь делать. То есть это вдвойне уже намного лучше, когда ты делаешь, тренер сказал, придется бить вперед, или наоборот, что-то такое. Упрощать, да? Да, а тут я и хочу это сделать, а еще и как бы я знаю, что меня за это еще и похвалят. То есть вдвойне. И поэтому, я так думаю, ему наш футбол и понятен, и приятен. В чем именно команда сделала шаг вперед в сравнении с началом сезона и вот конец сезона? Ну, прям самый конец давайте брать. Вот на Давайте. этой серии мы возьмем 2 последние игры, уберем за скобки Да-да. и будем ориентироваться по этим. Тот футбол мы кардинально не меняли, то есть стиль, структуру не меняли. Была задача, чтобы максимально довести те вещи, которые мы тренируем, до автоматизма, первое, и попытаться это делать в условиях максимального сопротивления соперников и на высокой скорости. Вот я и парням говорил, когда вот все, что вы сейчас делаете полупешком, полушагом, если вы это будете делать, когда у вас на плечах висит соперник, плюс скорость сумасшедшая, тогда мало кто вас так остановит. Задача была вот шлифовать все, что мы до этого сделали, а поэтому кардинальных изменений не делали мы, чтобы как-то менять, повторюсь, структуру или какие-то тактические моменты. Во всех играх старались исходить от себя. Многие команды, тренеры, то есть меняют какой-то рисунок перед определенным соперником. Мы, разумеется, соперников всех смотрим, разбираем, но опять делаем выводы с учетом их игры, но не меняя нашу. То есть мы примерно знаем, мы атакуем со всеми одинаково. Команды или в 5 защитников, в 4, в 2 полузащитника, в 2 нападающих атакуем мы приблизительно всегда одинаково. По определенным схемам и так далее. Единственное, как обороняться. Разница есть, когда команда в 5 защитников играет, как против них строить оборону, кто там кого встречает, только над этим, над оборонительными действиями работали, исходя из соперников или определенных футболистов, которые там, на кого обратить внимание, там, грубо говоря, там, Зинкевич, Валай, там, Ромарио, Вошмо, в общем, на кого мы внимание обращали. Нюансы, да? Да, на кого мы внимание обращали, все нам и забивали, в общем, по итогу. И Зинкевич нам забил, и Ромарио нам забил. Обратите внимание на это, футболиста. Хорошо, тренер. Пожалуйста, Зинкевич, пожалуйста, Ромарио и так далее. Поэтому исправление ошибок, улучшение качества, по большому счету, все. Это мы и говорим, исходя из того ресурса, который у нас был. Да. То есть у нас был подбор игроков, на которых можно было полагаться и строить такой футбол. Да. То есть у нас в этом году футболисты такого, исполнители были такие, что мы Да, могли... но тут я тебя поправлю, Тенгельбес, немножко. Скорее не мы под футболистов, просто мы брали футболистов под наш футбол. Мы не из-за футболистов делали такой футбол. То есть образный Кобылянский и нужен был, потому что он левша, и именно вот там, где он, когда на позиции Муралим играл, помнишь, прошлый год, и именно Муралим ушел в Невчи, и нам нужен именно левоногий был. То есть определенные... То есть модель игры была. Да, и именно нужны футболисты, которые бы в эту модель вошли, поэтому и оба Мерка у нас достаточно неплохо вошли, что Кими, что Кай, вингеры с определенными, опять-таки, качествами. То есть хороший вход в середину, на чем мы игру строим. Также у нас справа там Суя, вход в середину обязательный под родную ногу, и уже там дальнейшие варианты. То есть нам бы никак не нужен был бы правша, вингер справа. То есть вообще никак бы там, многое бы что ломалось, менялось, я даже много, вот из одной просто разной ноги уже бы пришлось почти весь футбол менять. Просто из-за того, что правша играет справа, а не левша играет справа. Поэтому именно подбор футболистов, именно вот сейчас, кстати, на курсах давали задания нам, модули про философию футбола и формирование команды. И вот я там тоже написал, обязательно
Нужно левша, правша, 2 центральных защитника, левша, правша, 2 вингера и левша, Мгм. правша, ну, 2 Полузащитник. десятки, да, вот именно атакующие. Ну и желательно габаритный форвард. Ну, то есть, если мы игру строим больше через фланги, то есть, доставляя мяч в штрафной, нам бы, образно, с Марленом, с Ахматовым было бы тяжеловато. При Так, всем уважении при к всем уважении, Марлену. при всех его достаточно больших, ну, многих футбольных качествах, но ему было сложно вести там, ему бороться против там того же Грачева в штрафной при вихровых передачах. Поэтому и нужны соответствующие футболисты под соответствующий футбол. Поэтому я немножко поправил тебя, Мгм. что... Ну, в общем, повторяться. Мы поняли, да. Окей. А вот последний по именно футболистам, если брать. Ну, команда, в принципе, молодая. Я не знаю, по цифрам Средний сколько, да? возраст? Средний возраст. По-моему, я считал 25-27 лет у нас. 25. Это как Ты будто... стартовый или весь считал? Весь. Весь, да? Весь. Ну, я понимаю, там, Веня Шемейко нам чуть-чуть портил статистику. Года 3 накидывал, да? Но, тем не менее, где-то 25 лет среднего возраста. Мгм. 25, 26, 27. Вот. Да. Ну, я к тому, что молодежи много, на самом деле, да? Работаете с ней много, и я знаю, что сейчас, понятно, ругают молодежь, то есть дисциплина слабая, хромает, не то, что раньше было, сейчас как-то принято ругать молодежь, а вот с ними вы работаете. Вот есть ли вот какие-то качества у них, которые вы цените в них, вот именно... Именно молодых. Да, молодых футболистов. Ну, опять, давайте ориентироваться будем про тех молодых, каких я знаю. То есть мы не говорим про киргизский футбол, а Не-не, про да, футболистов да. Дордоя. С которыми вы там Да, поработали. непосредственно. там. Ну, Да. 5 Арслан молодой, Ну да. 2003-го, наверное, молодой. Какие претензии по работе, по самоотдаче? Нету. Если брать чуть ниже, Калыс, Анурар, Салим, кого мы тут до интервью обсуждали, по работе ни малейших претензий, то есть работают как надо, без задирания носа, ну, если там Анвар в силу своей какой-то такой... Юношество, да? Ну, наверное, он как-то и смело ведет себя со старичками там, когда вот это они играют в одно касание, бьют по заднице. Он прям, не знаю, в наше время такое быть, ну, прям сильно бьет, образно говоря. Веня зашел, он как даст Вене. И Никакого уважения к старшим, да? казалось бы, ну, вот интересно вот так. И они как будто бы это тоже съедают, наши футболисты. Во-первых, он, по идее, не должен с ними играть даже. В эту игру даже рядом. Ну, если брать, как у нас там было раньше. Но у нас еще страна азиатская, у нас как бы еще остается уважение к старшим. Если мы там не берем Европу, ну, знаем там, как ведет себя молодежь там. Ну, Мгм. опять страны называть не будем. У нас, слава богу, еще это осталось. Поэтому никто там, чтобы огрызаться или что-то там хамить, ну, делают то, что должны делать. Единственный минус нашей молодежи, вот сейчас, наверное, про всех я скажу, про всю молодежь, вот это не сильная очень тяга к деньгам, к ранним деньгам. Ну, наверное, знаете, там сейчас и в молодежных сборных так балуют наших спортсменов, какая-то любая победа над каким-нибудь там, ну, не самым там великим соперником, все сыпят сразу. Опять, с одной стороны, кто-то скажет, ну, пусть молодежь зарабатывает. Кто-то скажет, вот в наше время мы там играли за чашку чая. Это тоже и две крайности. Я противник сейчас больших денег давать футболистам юным. Не в плане даже того, что просто испытания деньгами по-разному люди проходят. Мгм. Кого-то они вот когда ты получаешь там 3-5 тысяч долларов и думаешь, что ты будешь их всегда получать. Грубо говоря, вот ты Мгм. выиграл, Да. и ты уже сразу пытаешься выйти на уровень, что у меня всегда будут деньги. А потом ты приходишь в клуб, и где даже, возможно, ты не играешь в старте, и где к тебе не так относятся, как к сборной, и опять, и платят тебе не 3000 долларов, а 30 тысяч сомов, и сразу по-разному это люди. Кто-то покупает себе там машины с первой зарплаты, кто-то поумнее отдает родителям, ну и продолжает работать. Поэтому испытание деньгами такое, ну, Не опять, все проходят. не все проходят. Ну и если говорить про наших футболистов, наши еще не видели денег, поэтому, может, они еще и нормальные у нас такие, может, тоже. Тому же Анвару где-нибудь прилетело в молодежке, приехал бы он на БМВ там на тренировку, и возле Вени вышел бы, там, ты на чем? Ты на самокате, а я вот, смотри, на БМВ приехал. По-разному. Вот испытание деньгами пройти, не поставить деньги выше футбола, и Это тогда... очень сложно. Тем более сейчас у нас в нашем футболе как бы Да. Вот есть это, внимание. вот это большое различие, кстати, отличие между тем. Ну, мы, правда, и не видели это, в бытность мою футболистом, не видели особо никаких денег. Ну, мы не так к ним относились, чтобы вот все. Я вот, если честно, вот как-то хотел бы такой эксперимент провести.
какой-нибудь был бы руководитель сумасброд, так скажем, клуба. Мгм. Сказал бы, выиграете чемпионат, получите по $5000. Займете второе место, получите по 10 тысяч. Третье место. Да, что бы выбрали вот футболисты, на твой взгляд, современные? Титул, славу и меньше денег? Или больше денег, ну, мы вторые? Сложный, да, вопрос, чтобы выбрал, наверное, футболист? Кто как, да? Наверное, да, кто как. Кто-то бы сказал, да, ну и ладно, разница в 5000, зато я чемпион. Кто-то сказал, да нахрен У мне меня это- есть чемпионство. да, нахрен мне Да. этот титул, я возьму деньги. Ну, вот видите как. И вот я вот сейчас тоже думаю, какой выбор, в какую сторону бы сделал. Любить футбол надо. Мгм. Молодым, Да. в первую очередь. По ходу матча, понятное дело, что какие-то изменения там в игре происходят. Не вот, можете ли вы поделиться каким-то отдельным матчем, либо моментом во время там игры, то именно в чемпионате, либо в кубке, неважно, где вот ваше решение какое-то кардинально полностью поменяло игру, картину игры, и вот в В худшую итоге... сторону или наоборот? в Да, лучшую да. сторону, да? Ну и в итоге там... В этом сезоне. Да. Ну, кардинально прям я не скажу, наверное. Просто бывает, игроки, которые выходят на замену, мы начинаем играть лучше. Мгм. Вот, фрагментарно даже выходят там 10-15 минут, образно говоря, там вышел, там в том же финале Кубка, да, вышел Алекс, забил, 2 гола. к примеру, 2 гола, да, один засчитанный, один не засчитанный. Но, опять же, это не значит, что он кардинально поменял игру. Мгм. Он, грубо говоря, может быть, где-то поставил уже точку, ну, близкую. Замена сработала. Замена сработала, да. Мгм. Но ни стиль, ни рисунок от этого у нас не поменялся. Повторяю, футболисты у нас обычно выходят, ну, по позиции. То есть уходит нападающий, Мгм. выходит нападающий. Нет у нас, как там часто в Европах снимает там правого, Меняют схему. да, Мгм. вингера, выпускает третьего центрального. Нет. Ну, поэтому не скажу, чтобы прям какой-то... Опять некоторые замены были удачные, которые повлияли в итоге Мгм. на исход матча. Ну, а некоторые или ничего не поменяли, ну и в худшую я там не скажу, чтобы кто-то вышел на замену, там наварил, мы пропустили. Опять, в основном-то мы меняем верхнюю часть, ну, то есть группу атаки, потому что обычно оборону мы не трогаем, ну и, соответственно, как оборонялись, так и обороняемся. Часто вот в играх, в которых мы ведем в счете, часто я, замечаете, Сую меняю, потому что, Суя... Объем работы Да, и большой. он, хуже всех обороняется он у нас, так скажем. Виду всего. Он хорош в атаке, и поэтому, обороняется похуже. Поэтому иногда выходит Алга, Нигматуллин, который пообъемнее, то есть он уже выполняет определенные функции оборонителя, ну и плюс добавляет роста у нас при стандартах в наших воротах. То есть замены в основном всегда плановые, если только не по травме там, не по каким-нибудь другим делам. Наверное, М. так. А для вас тогда какая замена была самая такой выделяющаяся в этом сезоне для вас? Я же говорю, наверное... Мыкжа, да? Нет, я бы все равно бы, еще раз, скорее бы всего, он бы вышел, в любом случае Мгм. вышел. Вели бы мы в счете, что по-разному входят, повторюсь, в Мгм. игру. Бывает и тот же Мырджа, в некоторых играх выйдет, забьет, в некоторых выйдет, вообще невнятный. Тот же Тарник Джамалудинов в некоторых выходит, освежает, ускоряет, добавляет, в некоторых не очень. Футбол это здесь и сейчас. Да. Да, поэтому, чтобы я поменял человека, и там что-то такое произошло, скорее нет, чем да. Мгм. Понятно. Понятно, что, наверное, каждую игру вы пересматриваете, да, там анализ происходит по несколько раз. А вот если там не в учет там анализа, да, какую игру вы пересмотрели бы этого сезона? А мы уже о ней говорили сегодня. Какую? Или наоборот, не хотели бы пересмотреть? Нет, больше всех смотрел игру Силбирса. Даже, знаете, не в плане опять, у нас-то что там, за 2 ошибки, 2 гола мы пропустили. Просто по содержанию атакующих действий это была одна из лучших игр наших, потому что вот за эту игру мы когда делали нарезку Мгм. из наших атак, вот эта игра, 9 или 10 нарезок было из наших. Обычно после игры я там 4-5 показываю, где вот мы действовали правильно. Там, Ничего повторю, себе. 9 или 10. И в итоге 0-2. Повторю, все кроме гола. Вот все практически было там как надо у нас. Все и атаки, и комбинации, те, которые мы тренируем, вот через одну проходили. Кроме гола. И поэтому даже сейчас опять я коснусь Мгм. презентации, которую сейчас на курсе делаю. Я тоже там включил 5 нарезок, 4 Силбирса из них. И одна с другой игры. Опять вот эта игра по атаке отражает всю вот ту философию,
того футбола, который я хочу в нашей команде, вот в этой игре все там есть, все, чего я хочу, кроме голов. Какой-то Кроме парадокс, голов. да, какой-то? Парадокс, да. Я и говорю, некоторые игры там мы забьем какие-то 2 дурачка. Я вот не очень, как бы, бывает и доволен. Но 3 очка есть, Но 3 да? очка есть, плюс какие-то там премиальные. А вот это прям, ну, повторюсь, и комбинации, и все, и все, и все. Ну, повторюсь, кроме того, чтобы забить и Мгм. забрать 3 очка и бороться за титулы. Мгм. Хорошо, давайте теперь о вас. Тоже очень интересно, потому что хотелось бы узнать о вас поподробнее, глубже. Не так много информации, Да. на самом Мгм. деле, про вот игроков вашего поколения, про вас. А, Это, наверное, очень большой пробел, который у нас есть, которым надо как-то восполнить Да, да. частично. Поэтому вот про вас, про вашу карьеру, Как вообще все как- началось? да, Да. как вы Ну, пришли в футбол? началось все в столице футбольных талантов, в селе Беловодское, которая подарила, помимо меня, там и Александр Янковский, но это еще старший там Мгм. парень был в Алге, потом Валерий Кашуба, Айбек Бокоев, игрок сборной, братья Шершенбековы, ну, тоже в свое время игроки сборных, Чикишев Сергей, ну, это из ближайших. Еще 100% кого-то я, возможно, упущу. Тренера Владимира Юрьевича Толканева, который впоследствии стал моим родственником, взяв в жены мою родную сестру. Мгм. Такое, да, бывает. Инсайд, да? Да. Ничего себе. Да, поэтому, ну, потом 2-3 года там, я сейчас, как и говорил, я даты уже не очень хорошо помню. Потом спортинтернат, потом он переименован в училище Олимпийского Мгм. резерва. Там вот я, наверное, ковался как футболист. Ни о каком тогда мы, конечно, не о профессионализме, ни о деньгах ни о каких не думали. На тот момент просто было интересно играть в футбол. Примеры даже брать особо не с кого было, ну, по причине тогда ж и видео. Мы не могли увидеть... Отсутствие информации. Да, ни по телевизору мы не могли увидеть какой-то и международный матч, ни тем более по телефонам и так далее. Мгм. Все, что брали у старших. Ну, то есть увидел какой-то, что-то сделал там парень 73-го, 72-го года. Опа, давай мы это тоже будем. Не помню, честно, даже как нас тренировали, по науке или абы как. Ну, не вспомню сейчас тренировки, какие мы проводили. Ну, часто играли со старшими. Определенные звезды уже тогда были в спортинтернате, на кого уже тот уже был к Алге, вызывался. Алга это была, ну, как сейчас, не знаю, Ман-Сити, наверное, для нас. Мгм. Вот туда попасть примерно то же самое, что сейчас для наших молодых футболистов. Ну, Алга это была, ходили там на их игры. Опять где-то, ну, опять не с точки зрения никакого анализа, там не попытаться, больше мы тогда, наверное, поклонялись тому же Немату Закирова, когда я видел его, как он играет. Ну, я по профилю смотрю, по позициям. Я защитник, он защитник. Ну, вот учились, еще раз говорю, не помню, что прям чему-то нас учили. Что и мне там уже кто-то старший говорит, да помнишь, ты в интернате оставался после тренировки, там что-то передачи делай. Да хрен узнать. И не помню я, но, оказывается, наверное, оставался, если потом научился я это делать, наверное, неспроста. И школа, вот, и, наверное, все-таки детская школа тогда сильнее была, на мой взгляд. Опять по, наверное, тому, чему нас учили. Технически мы были, мне кажется, сильнее оснащенные, чем нынешний. Вот. Ну, образный я в 14 лет и образный сейчас кто-то в 14 лет. Мне Мгм. кажется, что я умел в 14 лет больше, чем нынешний парень в 14. Я именно говорю вот про сугубо технически, там, как дать передачу, длинную, верхом, Мгм. с подкруткой, все-то такое. И у меня даже есть, наверное, фотография дома, ну, еще никакая не цифровая, обыкновенная такая, наверное, первая неделя в интернате у нас там 3 друга было, и мы сфотографировались. По 14 лет нам было. Но мы стоим на фотографии, у нас уже везде бугры, вот, мышечные вот такие. Я вот сейчас просто смотрю на ребятишек этого возраста, которые с мизинчика. Это опять ни в коей мере не хуже, не лучше, не означает, что мы были крепче. Но я помню, что мы в 15 лет уже были там в тренажерных залах в спортинтернате. М. Сейчас за это, там, грубо говоря, тренера чуть ли не уволят, там не посадят за это, если ты молодого парня поведешь, там, ну, там, спину сорвете, колени. Мы таких слов не знали, ни связки, ни грыжи спины. Нам тренер сказал, вот, 40-килограммовая штанга. Я опять ни в коей мере не призываю современных тренеров так действовать. И ребят, да? Да, и не надо, да, 14-летних не надо. который, оп, ты сказал, надо, я пошел, там, возьму сейчас, запишусь в тренажер. Нет, часто это отмечаю, что насколько видно, вот наше поколение, насколько было слабее
ребят, которые постарше нас, и как потом все хуже, хуже и хуже. Вот именно, наверное, чисто, природно, это генетически как-то, но мы физически именно, на мой взгляд, становимся все слабее, слабее, слабее. И по антропометрии, и по, вообще в целом. То ли у нас и жизнь, может, потяжелее была в целом жизнь. Может, у нас продукты были, как сейчас говорят, полезнее, что мы кушали. Мы не кушали правильно, мы точно не кушали по-футбольному. Мы там не ели рыбу на пару или что-то там... Болоньезе, да? да? Или без сахара пили чай, чтобы это... Мы абсолютно об этом и не знали, ни слова. Мы ели, чтобы наесться. Что есть. Да, вот задача. Есть у тебя хлеб и молоко, буду есть хлеб с молоком. Если у тебя есть мясо, конечно, я буду есть мясо. И вот когда уже попал, первый раз в команду «Досток» Сукулук, вот первый раз увидел уже взрослых футболистов, не знаю, Карзанов Александр Иванович говорит, нет. Тоже был он немножко тренером у нас, потом в Россию уехал. И вот я играл тогда еще задним защитником, мне было 17 лет, ему было уже 25, наверное. То есть я играю заднего, он последний. Обычно все наоборот, то есть тем опытнее футболист. Да, он сзади, Да, почищает сзади. да, а тут как бы наоборот было. И я и думаю, и еще и справа там дядька, уже не вспомню, тоже лет 30, может, 25, и я я же должен всеми ими руководить еще. Беги правее, беги левее. Выше, Да, выше, ниже и так далее. И, наверное, играл как бы я так неплохо на том. Я и не вспомню, что мне там пихали жестко старые. Может быть, и тренировался правильно, наверное. Если, говорю, мне не прилетало особо так. А прилетало обычно молодым, еще раз, за какое-то нежелание тренироваться, за, вот такое разгильдяйство. Такого и не было никогда. Потому что, если ты видишь, что старый там бегает, упирается, пыхтит, и ты там молодой будешь здесь ничего не делать. Со старшими ребятами много там учился, опять же, и с Талимжанычем немножко поиграли вместе. Тоже более чем с именем футболист в нашей стране. Потом Руслан Аджиев, который, чудо левая нога, который... Мы все за ним повторяли. Мы просто это его передача левой внешней, это у нас так модно в интернате было, что научиться левой внешней давать. И до сих пор у меня как бы это научился. Оно как бы вообще я не применяю его. По большому счету. Это скилл, которым надо иметь. На тренировке там, когда с крутелика какого-нибудь, и думаешь, как бы и не нужно. Но он так делал это, что так уже. Ныне покойный, к сожалению. Были люди, у которых много было чему научиться. Разные были. Первый дебют в «Достоке» мы многими молодыми, Бакыт Бигбердинов в нашем клубе, который мы первый раз туда попали, плюс еще пара ребят 74-го года. Помню тоже первый сбор в Кызылке у нас. Александр Эдуардович Конради такой нам список на команду вывешивает дежурство. Там. И к нам подходит. Все, этот список для Эдуардовича. В общем, дежурите только вы. Вы молодые, да? Больше никто, это пусть мы там галочки, где надо, будем ставить. У нас демократия, да? Да. Это им даже попробуй что-то возразить. Всем понятно, что так принято. И сейчас уже эта граница размывается немножко между старыми и молодыми. Но еще повторяю, из-за того, что у нас, наверное, восточная страна, что в целом у нас сохранилось уважение к старшим, а так, я думаю, там, может, в каких-то в российских клубах и не уверен, что молодому скажут, возьми мяч, а если молодой еще, допустим, в составе играет, он скажет, сам возьми, а попробуй еще что-то применить же сейчас. Все такое в этом плане. Я уже всю свою жизнь рассказал. Не, еще есть. Я просто один момент такой интересный. Кстати, вы начинали в Советском Союзе играть в футбол, а завершили сезон, получается, когда уже Советский Союз развалился, да, как я понимаю? Да. Современном, получается. Да. Независимом. Так все верно. В Советском Союзе, в зоне. Зону я не помню, знаю, вторая лига. Да. С Достуком успел я там поездить по чудо-городам казахским. Такие тоже можно отдельную передачу, так скажем, снимать, каково было футбол играть во второй лиге чемпионата Советского Союза уже тогда, когда, все шло к тому, что это один из последних. Я, наверное, последним и сыграл, наверное. Да. Мне кажется, я сыграл, и мы обрели независимость и уже дальше. Перебил вопрос. Не, я к этому и шел, потому что ваше поколение последнее вообще было, которое сыграло последний кубок чемпионата СССР. То есть после вас уже все не было чемпионата СССР. В каком состоянии был чемпионат СССР, хотелось узнать, потому что все понимали, что развал уже будет, какая была мотивация у клубов играть, что вообще это было. Трудно мне судить, я на тот момент, мне еще 18-19 лет, я там до развала было, если честно, мне были свои задачи, поиграть в футбол,
какую-то там, ну, что-то нам там платили, не вспомню. Качество футбола, ну, однозначно было такое в той зоне, где мы играли. Ну, опять, казахская зона, такой простенький футбол, наличие... есть- Прагматичный. да, наличие у тебя каких-то определенных футболистов есть. И, ну, помню, вот у Эдуардовича Конрадия, вот в Достуке, у него была фишечка, там он фанател от забегания. Вот если мы в команде в бегание делаем, то есть забегание. И вот я на первых сборах, ох, он говорит, забегайте. И я вот каждую атаку, вот на тренировке играем, я даю пас во фланг, побежал. Побежал. Так Ну, вы же вот, центральный защитник. пофигу. Да. Не, ну, во-первых, тогда еще, знаешь, допустим, это не 10-10 мы играем, а, допустим, типа мини-дырдыра там или А. 6-6. Ну, и вот я же вообще такой был дисциплинированный, обязательно тренер требует забегания, ну и давай я там вот эти забегания, все. Ну, сейчас вот даже, говорю, вот и не вспомню, вот как футбол мы играли, несколько там своих голов помню. Один, да, за Достук я, наверное, тогда в Кызылкия забил. Вот сейчас уже таких голов не бывает, наверное. Когда команда делает выход, а центральный защитник пробрасывает и выходит 1 на 1. Ну, то есть, да, искусственный офсайд делает команда, поднимается, я просто перекидную бил и тык-тык-тык-тык побежал на противоходе. Ничего Вот себе. я помню, да, в Кызылкие такой гол забил. Еще какой-то и Кызылкия тогда считал, ну, вот, хорошей командой. И, в Мгм. общем, мы то ли выиграли, ну да, кажется, даже выиграли, что было трудно. И я прям такой гордый тогда был, что, ну, я-то... Я, кстати, в один год было, по-моему, 15 или 16 забитых, играя центральным защитником в чемпионате. Это, кстати, надо тебе статистику. У меня даже хет-трик один есть, Ничего себе. между прочим. То есть Сейчас там, это звучит и выглядит, как будто, ну, там, да, два что-то нереальное. пенальти и головой я забил со стандарта. Ну, ты знаешь же, тогда были команды, где, как вот с Гуамом играла наша команда недавно, Мгм. где вот, ну, такие результаты. И двузначные были, и все что угодно было. Опять, когда не вспомню, ты там потом порой себя найдешь, если что. Где победитель был известен заранее. Да, и даже зачастую и чемпионата иногда был известен победитель. Ну, вот, может, 2-3 команды максимум. Ключевые Да, такие в да, сезоне. и- а остальные, ну, вот этот как раз-таки чемпионат тому исключение, что очень интригующий в плане количества команд, ведущих борьбу за чемпионство. Но развал Советского Союза, понятно, что страна в тяжелом состоянии, все страны, да, и многим да не до спорта вообще, да и не до футбола, нужно выживать как-то, да. Но вы играли в это время в футбол, плюс 20 лет вы стали лучшим футболистом Кыргызстана, вызов в сборную Кыргызстана. Расскажите вообще вот про этот опыт в целом и вот про это время, какое оно было для кыргызского футбола и для такого молодого футболиста, какие были перспективы. Сейчас-то понятно, то есть у тебя есть какие-то перспективы, ты понимаешь, к чему можно прийти. А там, понятно, было тяжело. Да. И вот насколько тяжело это Ну, было вот вообще. я вот чуть позже, вот как раз тому году, когда 95-й возьмем, может быть, это уже чуть позже от Роза, просто это 2 года в Кантойле было, они мне так еще свежи в памяти, ну, потому Мгм. что там и первая любовь там, в общем, поэтому я эти запомнил, так скажем, 2 года. После Достука как раз-таки, по-моему, нас и Бакыта Бигбердинова тоже пригласили в Кантойл, новая команда, тоже нас называли нефтяники. Кантойл это, в общем, была нефтебаза. Просто М. нефтебаза, ну и, в общем, oil, ну, уж английский знаете, что это означает. Ну и опять по принципу собирали как бы хороших футболистов, ну, как по нынешнему принципу, с определенными Под задачу. финансовыми, да, и возможностями под задачу. Да, мы задачу там как раз-таки выполнили, стали чемпионом, и тогда у нас был конкурент, поверьте, Такмак. То есть Мгм. тогда был Спартак, да, по-моему? Да, Спартак. Да. Там у нас, если были звезды, так скажем, помоложе, там были звезды на закате опять. Олег Гивленко, Руслан Аджиев, ну, тоже такая плеяда из футболистов, в общем, постарше. А мы такие молодые звезды, так скажем. Вот мы тот чемпионат выиграли. Первый год, ну, прям мы чувствовали себя, если честно, вот я первый раз себя чувствовал таким уверенным. Нас поселили в гостинице в Канте. Не как обычно, мы там с города не ездили на тренировки, точно у нас гостиница. У нас питание, мы первую игру приехали, ну, подготовительный этап. Кого-то товарищескую игру сыграли, выиграли, приходит нам премиальный за товарищескую игру дали. Ну, опять цифры не вспомню точно, не знаю. Плюс мы все холостые там, то есть у нас и никакого груза нету там. Живешь в гостинице, определенное количество денег, ну, соответственно, соблазна было много всяких разных. А еще на 3-м этаже жила женская футбольная команда. Мгм. У нас. Кантойл. Азалия раньше. А. Да.
То есть тут совпало все, так скажем. Тут и деньги, и возможности, и все, в общем, было для того, чтобы неправильно готовиться к играм, так скажем. Но, тем не менее, выступили, выиграли чемпионат, поехали на Содружество на первое. А как раз уже до этого оттуда приезжали команда Алга, Рив, да, по-моему, тогда, Да, где тоже интересно выступили с таким, ну, как Гуам опять, мы будем их брать за образец. И я тогда всем говорю, да как можно, 9 или там 8 пропустить? Да вообще, да хоть с кем, говорю, играть будем, да мы никогда в жизни столько не А пропустим. оказывается, да? А оказывается, Там другой запросто, футбол, да. запросто совсем. И я потом на шкуре это ощутил. Ну, игры Содружества — это вообще отдельная история. Там, Это Лига чемпионов того времени. да, ну да, Ну да, да. стран СНГ, да, именно. Мы тренировались, вот будем играть в манеже, значит, надо тренироваться под крышей, значит, будем тренироваться в футзальном зале. И, 5 на 5, что ли? Ну, вот у нас вот так было. У нас еще тогда чуть начали деньги кончаться, нас то Максимыч Орешин тренировал там, ну и, в общем, такое, какая обувь, бутсы нельзя, про зальники тогда вообще мы ничего не знали. Ну, то есть выходила чемпион Кыргызстана вот этих в кедах, в беленьких таких. Китайские, да, такие? Китайские, да, еще у нас как бы казались. Ну и результаты плюс без экипировки. То есть летим, кто в дубленке, кто, так скажем, в какой-то спортивной куртке, где-то он успел купить, кто-то в домашнем там. И приезжаем туда, где как раз Динамо Киев, Динамо Минск, все вот они. По Кипе, все вот такое, мы с такими глазами, плюс живем в гостинице «Космос». Ну, для нас это был тогда вообще космос, что там такое шведский стол, мы об этом только даже еще не знали об этом, что такое бывает. Ну и результаты Такие же. такие же, да, там, по-моему, 10, 9 и 6, что ли, у нас опять команда не вспомню, но что еще Раис Рустамович Батраев там успел. Ехал чисто вторым, а у нас в первой игре вратарь минуте на 10-й, в общем, сбивает футболиста штрафной, получает красную, ставят пенальти, выходит Рустамыч, пенальти отбивает. Но это нам мало, так скажем, помогло. И вот он уже поехал на 4-м десятке дядька, и ему там полную корзину, и так, и так. Он уже и пытается ругать нас. Ну а как там? Ну вообще не знаешь. Ну вообще, я говорю, приехал как будто на другую планету. И думаешь, что вот так, что ли, футбол играют? Надо опять же тогда ни видео, ни посмотреть, ничего не знать как. И вот на этом опыте смотришь, да боже мой. Просто знали, что есть там в то время Цимбалари, Никифоровы, Титовы. А тут мы с одной игры выходим в подтрибунное, они навстречу нам идут. То есть вот так, прямо мы вот так. Это ж те люди, которых там раз в месяц по телевизору показывают. Ну, часто ж тогда не показывали. Ну и посмотрели, насколько мы далеко прям очень отстали. Ну, постепенно, когда вот еще разве стало больше информации, наверное, она в первую очередь дает движение. Если в своем болотце в одном будешь сидеть, то чему ты научишься? Друг у друга будешь учиться, а чему ты у такого же, как и ты, научишься. А сборная в каком состоянии тогда была? Что это такое было играть за сборную Кыргызстана в свое время? Ох, вот, конечно, это не очень, наверное, будет популярным, но не очень на то время хотелось играть за сборную. Единственное, плюс был, что это загранпоездка какая-то. Ну, Увидеть. да, увидеть. Мгм. Еще ж тогда мы вообще избалованные не были. Ну, потому что, Катар, там- я уже там был. да, а? или там, что опять Турция, что ли, ё-моё, так, это сейчас вот так, а так. Ну, вот интересно, другие страны, там что-то. Ну, футбол опять, ну, помню, какой-то был один сбор у нас опять перед каким-то турниром, по-моему, перед отбором чемпионата мира. Корейский центр, в Аламедине есть такая гостиница. Вот единственное, я помню, когда нас закрывали. Ну и то гостиница такая, что там здесь живем мы, в соседнем номере 2 звезды, короче, в общем, да? да, приходит парень с девушкой провести определенное время, и мы как бы, ну, в общем, такого уровня все там было. А иногда просто объявляли, вот, собираемся там в аэропорту, ты, все, едем туда. Ну, и я не вспомню, наверное, уже была какая-то экипировка, но некоторые фото вот старые прям там найду, и видно, что мы ходим по гостинице, ну, кто в чем, так скажем. Нам, может быть, и что-то выдавали, но зачастую костюм просто выдавали, ну, чтобы, и все. Ну, грубо говоря, так в костюме, а под низом там... Парадный костюм. и всё. Да, а там уже и каких ты хочешь, футболках и так далее. Ну, опять, ну, на мой взгляд, тогда, наверное, всё-таки посильнее были у нас. Индивидуально, повторюсь, футболисты, мне кажется. То есть и физически, и техническая оснащенность. Именно базовая, мы понимаем, технику, это не скиллы там, не обыгрыши, не передачи пятками, а то, что на чем футбол держится. То есть прием, передача, вот это
как бы нас с этого с детства учили, а сейчас действительно учат фристайлу там разному, финтами, там Рональдинho финт, Зидана финт, он это все делает, а мяч остановить, грубо говоря, не может. Длинную передачу дать не может, даже среднюю дать не может, но зато умеет вот это делать. Базовым вещам учили, именно хорошо учили, на мой взгляд, что вот мы вот эти вещи, на чем, повторюсь, футбол держится. Прием, передача, это же все основное, что, ну, удар, как завершающая стадия. Что интересно было насчет того футбола узнать, вот, потому что вот до эфира вы об этом чуть так мельком сказали. Но в любом случае вы играли за сборную, то есть иностранные матчи какие-то были. Это, мне кажется, в любом случае это история, да, и я думаю, что в памяти у вас в любом случае есть какие-то матчи отдельные с какой-то командой, которые запомнились больше всего в составе сборной Кыргызстана. Есть у вас какой-то самый экзотический матч, выезд какой-то самый такой необычный, который был, который запомнился больше всего? Ну, опять, наверное, у меня все воспоминания со знаком минус в основном. Не, ну, Да. Я вот что есть. да, хорошо вспоминаю вот игру со сборной Ирана, где вот на тот момент играл вот, Алидаи. да, как раз рекордсмен, ну, по голам, да, который недавно, да, по-моему, Роналду победил, ну, относительно да. недавно, да. Вот, против него получилось играть, если брать легенду. Плюс мы прилетели чуть позже, именно вот почему про эту игру я вспоминаю. И команда Ирана, еще Мальдивы у нас были в группе, и, ну, не вспомню, Сирия, по-моему. Да, наверное, Сирия. И мы приезжаем, как всегда, мы прилетаем, а уже один тур прошел. У нас так тоже часто было, потому что то билетов не хватило, то, короче, мы прилетели на турнир, когда турнир уже шел. Ну и знали, что Иран 10-0, по-моему, выиграл у Мальдив. И потом нам сказали, что из 10 7 забили головой иранцы. Ну, Мальдивы традиционно парни невысокие, но Иран традиционно крепкие парни. Ну и нам такой состав подобрали, по-моему, там 5 или сколько нас там защитников. Ну, 5 или 6 защитников. метр 80, ну, наверное, я самый был невысокий, я так вспоминаю, там Марат Джумакеев, Вася Кононов, Руслан Садыков. Ну, я опять по позициям, может, ошибаюсь. Ну, я, в общем, ну, в итоге мы 0-7 проиграли, но головой ни одного не попали. То есть в какой-то степени... Задачу выполнили. Да, то, что мы акцент сделали на верховой игре, ну, а про низ думать не стали. Там было тоже, опять-таки, после Содружества первый, наверное, это увидели мы, что вот так еще играть можно в футбол, оказывается. И вот именно на тех скоростях, с той технической оснащенностью, ну, просто совсем все другое. Сейчас вот понимаю, насколько мы вообще ничего не знали на тот момент ни о тактике, ни о каких вещах, вот этих тонкостях, которые сейчас уже, будучи тренером, узнаешь и думаешь, вот эти бы знания до лет 20 назад, и, может быть, все было поиначе. Наверное, вот это за сборную знаковой карьере в чемпионате опять, наверное, опять со знаком минус. Это золотой матч против Дордоя как раз-таки. Кстати, я, наверное, уникальный. Я 4 золотых матча играл, во всех проиграл. Это тоже, наверное, да? Статистику надо. Антистатистику. И вот опять не помню, то ли за обдышку, то ли еще за СКА. В общем, мы вели 2-1, и у меня была голевая ошибка, играя центральным за СКА, кажется. А нет, за Абдышату? за Абдышату уже вспомнил, потому что на следующий день я уже там в контре. А я уже на закате был, наверное, 3-4 или сколько-то там было мне. Ну, в общем, хотел сохранить мяч, потерял, нам забили, сравняли счет, мы 2-1 вели, и потом третий забили. Ну, в общем, как бы моя ошибка была ключевой. Результативный. Да, результативно и, наверное, ключевой. Это в золотом матче. В общем, вот это тоже мне запомнилось. И помню прямо этот момент, что я сделал. И до сих пор помню, что я на тот момент думал. Ну, думаю, я же опытный. Ну, и что я там бить куда-то вперед буду, сейчас сохраню, отдам. И мы... А кто отобрал мяч в этот А момент? вот тоже был российский нападающий, какой-то год невысокого роста. Ну, в общем, поройся, фамилию скажешь, я, наверное, вспомню так сейчас. Не вспомню, россиянин точно был это. В принципе, такая долгая карьера у вас получилась, игровая, длинная, насыщенная, Да. такая интересная, да? Вот момент, помните, завершения карьеры, как он вам дался, почему завершили карьеру, помните это время? Ну да, был в Канте же, я как раз, наверное, после этой игры-то и завершил. Да, я помню уже даже, я тогда, наверное, тренировал один возраст. Ну, уже пытался, повторюсь. Ну, Начинали, да, да, уже? 34-35, наверное, было мне лет. Ну, может, опять-таки ошибаюсь.
План, как бы видишь, я спокойно это воспринял. Ну, во-первых, остался в структуре Абдышаты, то есть, ну, проблемы с трудоустройством не было, то есть я не остался на улице там без средств к существованию. Плюс в структуре, плюс была работа детским тренером, тут же в лучшую лигу страны попал я, ветеранскую имею в виду, то есть и попал я на качестве... то Новая есть, карьера, да, да, новый этап в то карьере. есть не забывайте, я только пришел с большого футбола, то есть я еще в большом молодец. А представляете, какой я молодец был в ветеранском на Да. тот Вы еще самый момент. молодой, да, Да. были? У меня, кстати, вот если я не ошибаюсь, Ильгиз, потом проверишь, у меня, по-моему, единственный уникальный случай, я, играя за ветеранов, круг отыграл, вернулся в вышку и выиграл кубок. Ух ты. Вот как раз, вот прям, кажется, я не путаю, потому что Исмаилович приехал, Ахмедов, первый его приезд, и у него там беда с центральными защитниками была. А это как раз я еще на ходу был, ну, то есть, соответственно, еще и силы были, Мгм. и мы полетели, вот Нефчи Сергеевича Крестинина обыграли в финале. Вот так вот и хоп, я снова за ветеранов. Не, потом уже доиграл чемпионат и снова уже начал играть за ветеранов. Поэтому безболезненно у меня Мгм. прошел. Повторю, я уже к тому времени, по-моему, у меня и категория была С. То есть, играя в футбол, доигрывая, я уже отучился на первую категорию. И уже так видел себя тренером там, ну и покатило по тренерству, так покатило. А вот начало карьеры тренерства, на кого равнялись, у кого учились вообще? Был ли какой-то эталон для вас тренер? Вот, тут я, наверное, сразу вот всех назову, потому что, ну, на Да. начальном этапе, в первую очередь, первые азы мне дал Самсоныч, Николай Самсоныч Мгм. Рослав. Он как раз был, ну, как методистом в Абдышате. От него я взял, значит, вот именно что планирование работы. И вот с этим, ну, как бы он мне его вдолбил, что без этого нельзя. То есть ты должен знать, что будешь делать. Не придумывать, идя на тренировку, придумывать тренировку. Зачастую многих тренеров знаю, которые и конспект у них дежурный всегда есть на все случаи жизни. Попросит, конспект есть, да, вот есть. Тот, не тот, он его возит, все время с собой возит. Это первый, значит. Потом приезд Джилана Рикана. Первый Мгм. приезд в Абдышату. Тогда для меня было... Ну, тогда я вообще, ну, много процентов всего, что я применяю сейчас, взял оттуда. То есть это огромное количество работы с мячом, большое количество передач, первые моменты тактических каких-то действий, в первую очередь атакующих. Он тоже по игре в обороне не сильно сильный, так скажем, тактик, но игру в атаке он на тот момент, вот, ну, очень сильно мы отличались от всех. Та Абдышата, я опять уже, наверное, да, я еще годик успел опять, я уже в датах путаюсь, наверное. В общем, я при нем год игроком был, следующий год уже был помощником. Второй год, когда он был. Вот там я взял вот то количество передач, когда он только приехал, я уже такой авторитет был, и мне руководство Абдышаты, ну, там, Совет Абдышич, ну, тогда только он был. Ну, посмотри, что мы там, я там конспектировал его тренировки, что там. Ну, мы делаем передачи, как будто бы мне долго кажется, делаем. Ну, вот, и потом узнаю, ну, типа, да, для закрепления автоматизма, чтобы это все было. Плюс тактические перемещения именно по атаке. Ну, все раньше так примитивненько было. Опять-таки, выигрывали в основном те, у кого хороший подбор футболистов. По тренерству... Индивидуально, да. Да, по тренерству никто тогда не мог выигрывать, так скажем. Ну, что пришел тренер с идеями. Идеи примерно у всех одинаковые. Еще Мгм. советские остались с определенными вещами. То есть надежная игра в обороне, простота. Есть у тебя большой напад, бабах. Если он хороший, он примет, отдаст. Если он просто большой, то что-то сделать. Опять от класса футболистов многое зависело. Вот от него такие идеи футбольные я сильно воспринял, долго с ними я двигался, прям долго это все в уме. Потом мой возраст вообще там как раз самый-самый был по стране, всех мы там выиграли, Абдышта 97-го года, как раз против Эрниста играли, против Суи, вот мы против за Абдышку были. Ну и, наверное, потом самый главный опыт, это уже по взрослому футболу, это Крестинин, сборной. Вот тогда я уже думал, с новым специалистом, когда я встречаюсь, я каждый раз, ну, ничему вы меня уже не научите. Мне так все время кажется. И вот когда я увидел, ну, Сергей, в первую очередь, организация тренировки. То есть, когда я первый раз увидел, что мы поле готовим сразу все, чтобы у нас не было. Вы пока пожонглируете, мы сейчас новое Мгм. упражнение поставим. Мгм. Вы пока, то есть переход от упражнения к упражнению, потом
действия в обороне. Опять он приехал уже с новыми идеями, мыслями. Ну, то есть он в Европе, Россия, как ни крути, в Европе находится, и вот тоже столько вещей именно по оборонительным действиям. То есть как обороняться. Я тут всю жизнь в обороне, думаю, да чему вы меня там научите? Я все знаю. Ага. Вообще я там мало что знаю. И очень много, конечно, от этого я приобрел. Вот и организация тренировок, организация игры в обороне в первую очередь. Потому что это, да, Сергеевич, я помню. Я многие, почти его все там ключевые слова помню, что каждая команда в основном атакует по-разному, но обороняются приблизительно все одинаково. То есть, ну, оборона — это такая фундаментальная вещь. Ну, ты можешь поменять не 2 центральных, 3 центральных, но принципы игры в обороне, они, ну, при любой схеме всегда одинаковы. Просто как этого добиться? Атакуешь ты опять. Хочешь через фланги, хочешь через центр, это уже совсем другое. Я вот от этого тоже плясал и тоже был сугубо таким прагматиком, наладить игру в обороне, ну а дальше как покатит. Ну вот, наверное, Их трое, да? трое, да. Потом уже вот и четвертый, наверное, я надеюсь, что тоже, Сейчас? да, привнесет вклад. Это Данис Казакевич, Мгм. который сейчас проводит курсы ПРО у нас. Опять-таки, чему вы меня можете научить? Я шел с этой мыслью туда, и на первой лекции я исписал там 2 листа, наверное. Просто даже это я не конспектировал, просто те вещи, которые он говорит. На что можно еще обращать внимание, вот, казалось бы, тонкости, опять вдаваться я не буду. Я, еще пару модулей отсижу, я там уже, может быть, отдельную уже презентацию там Бакыту Респековичу предлагал, говорю, Дордой. Ну, просто есть такие вещи, о которых мы не задумались, но которые, я уверен, принесет до черта пользы. Что в детском футболе, что в профессиональном и так далее. Что опять есть вещи прям заумные, чересчур, со схемами, еще много на английском, он свои приносит, он же, и англо, и русскоговорящий. Но, тем не менее, опять, то есть для обучения, наверное, нету предела ничему. Потому что, повторюсь, столько вещей хороших, важных, нужных. Поздно этот модуль первый был, я бы, может, еще попытался его применить, пораньше, когда уже конец сезона, думаю, сейчас начнешь свое новое втыкать, то сломается, а новое не построится, и не стал. Но вот сейчас уже в подготовке к этому чемпионату Можно попробовать что-то можно новое. попробовать, да, времени достаточно, ляжет, не ляжет. Игры — это такие тонкости, вроде бы нюансы, там, и управление командой, управление тренерским штабом, распределение функций тренерского штаба, не просто так, ты кинь фишки, просто дальше стоит. Еще раз, в эти детали вдаваться не буду, говорю, Мгм. это такая вещь. И сейчас вот дали определенное задание Мгм. ко второму модулю. Вот сейчас опять подготовил, посмотрю, как это оценится. Правильно, неправильно, еще раз. Он такой дядька и умный, и вполне. То есть нету такой, ай, ты не шаришь, вообще зачем? Делится информацией, кто как ее воспримет. В общем, хороший мужичок. Очень интересно, Геннадьевич, в целом. Очень интересное интервью. Я думаю, что и для нас, зрителей, тоже получилось такое насыщенное интервью. И самое главное... Полезное. Полезное, да, очень много нового узнали вообще о вас, о нашем футболе. Но это не конец. У нас есть еще одна рубрика «Блиц». Да, короткие, в принципе, вопросы. Можете как угодно отвечать. Представьте, что перед вами сидит молодой игрок, ему 16 лет. Какой один совет вы бы дали ему? Насколько важно, что может изменить его карьеру? Наверное, я уже, ответил. Сейчас же, мы говорили. Не ставить деньги выше футбола. То есть футбол здесь будет и в кармане будет. Все хорошо. Опять я совет даю, исходя из своего опыта исключительно. Потому что я знаю, что, скорее всего, так должно быть. Люби футбол, и, Остальное все будет. казалось бы, банальные вещи, если их хорошо понять, я даже как-то говорил, пацанам, или говорю, вот мы в свое время играли за деньги, вы играете ради денег. То есть вот такая мне мысль родилась вроде бы. Лучший матч Дордоя в этом сезоне? Лучше мы берем не по значимости, по футболу. Да. Именно. Да. Я бы, наверное, выделил все-таки победу над Алгой. Опять, я даже никакого там не личностного, что там обыграл я Палыча. Нет, ни в кой там личного ничего у нас с ним. Содержание. Хорошие, отношения. Опять, то, что многое из того, что мы планировали, многое получилось. Вот, наверное, одно из этих. А еще, наверное, если вторую победу над Мурасом в чемпионате. Мгм. Вот именно в чемпионате. Кубковая она, априори кажется, что самое лучшее. Но вот Алгай, наверное, Мурасу, когда 3-0 было и 3-1 в итоге. Победа 1-0 или 4-3? 3 года назад 1-0, сейчас 4-3. Да. И раньше я прям, не пропустить. А сейчас
4-3, я думаю, и болельщикам больше понравится. Да-да-да. А если бы можно было бы усилиться одним игроком из мирового футбола, кого бы выбрали бы? Кто сейчас самый лучший центральный защитник? Ван Дейк, нет? Ван Дейк сейчас он Или проигрывает все да. подряд. Ну, наверное, очень качественным центральным защитником. Мы атакуем всегда неплохо командой. Вот нам надежная оборона, и именно вот туда бы какого-нибудь. Давайте не Ван Дейк. Ну, скажи, ты же всех знаешь центральных защитников. Фу, я из Челси кого-нибудь скажу, там давай. Левая Колвилл. Пойдет и... Хорошо. Да, его бы взял. Хорошо. Представим, Роналду и Месси одновременно стали свободными агентами, и у нас есть средства их подписать. Кому бы первым позвонили? Половина мира меня полюбит, другая возненавидит, да, наверное. Ну, исходя из нашего, наверное, футбола, все-таки Роналду. Наш Геннадьевич. Лучший тренер в истории футбола? Ну, все-таки, наверное, тоже не буду оригинальным. В сторону Гвардиолы склонюсь. Мгм. Ну, это человек, который... ну, Поменял. революция, наверное, Поменял футбол, определённая, да. А лучший футболист в истории этой игры? Ну, для меня Зидан. Кто в Дурдое самый шумный в раздевалке? Ну, наверное, как же шумно. Вот у нас просто наша дверь... ну, ты знаешь, дверь нашей тренерской, и напротив дверь в раздевалку. Всегда слышно диалоги, так их назовем, с легким присутствием ненормативной лексики между Лобовым и Шумейко. Да. Ну, они, возможно, Они друг друга очень любят. Да, возможно, в целом общение там, и может, другое, но у них баритоны такие у особых, их Ага. просто хорошо слышно. А может быть, и по слухам, очень активный Кобылянский, кстати. Он, наверное, тихим голосом своим Он доносит. еще это, ближе всех сидит к Да. коридору. А, Да, ну, в общем, наверное, они двое. мгм. Слышно их хорошо всегда. У какого тренера вы бы взяли практику, поработали бы с ним, возможно? По мне, по стилю схож Ливерпуль, наверное. Ну, в плане, знаете, каком? Во-первых, что у них вингеры разноногие, то есть Гакпо слева с ходом в середину, там Салах, плюс Мгм. те вбегания, которые часто делают. Вот я бы, наверное, футбол мне по духу близок. Единственное, вот сейчас что-то у них какая-то такая ямка серьезная выросла, что, ну, видать, кризис какой-то. Ну, наверное, если это Слот поставил, если это еще было при Клопе, ну, хотя, наверное, было при Клопе, то тогда, наверное, к нему. Клопу, да? Да. На этом все. И последнее какое-то можно дать послание нашим болельщикам, фанатам нашего клуба. Тем более, это интервью, наверное, выйдет уже в декабре. Да. То есть на носу Новый год, может быть, Да. перед Новым Сразу, годом. да, и с наступающим, да, можно будет поздравить. Несмотря на теплый ноябрь. Да. Ну, во-первых, выразить большую благодарность за этот год, за тем людям, которые были, ну, в первую очередь, тем людям, которые были на трибунах, плюс те, которые нас поддерживали, ну, как угодно, мысленно даже, хотя бы каким-то комментарием, постом, которые действительно болели нас не по принуждению, там, не по каким-то там таким вещам, надеюсь, подарили больше положительных эмоций в этом году, чем негативных. Всегда приятнее играть, когда с трибуны слышишь поддержку, чем просто как в пустом зале и так далее. Пожелать вам, ну, в наступающем году, наверное, не перестать любить футбол. Меньше мы со своей стороны приложим максимум, наверное, усилий, чтобы увеличить число нашей мини-армии пока, которая в скором, будем надеяться, превратится в настоящую армию наших поклонников. Ну и будем радовать вас. Надеюсь, мы вас радовали. Хотя бы там некоторые матчи действительно были хорошие, которые запали в душу и болельщикам, и нам. Ну, приходите на футбол, любите футбол не меньше, чем любим его мы. Вы по-разному, вы смотрите на футбол как, ну, наверное, как зрелище для вас. Для нас это больше как работа, ну, связанная с творчеством. И будем дарить вам эмоции. Какие будут разные, одни положительные, тоже, наверное, будет грустно. Что-то вас где-то, может, и не порадуем, где-то вас огорчим. Ну, равнодушным не оставим точно. Ходите на футбол, болейте за нас. Спасибо большое, Геннадьевич. Спасибо большое, Геннадьевич. Это было Спасибо. очень интересно за ваше Да. время. Спасибо большое. Увидимся в новом сезоне. С тобой раньше еще. Уважаемые Надеюсь. наши зрители, сегодня было интереснейшее интервью с главным тренером футбольного клуба Дурдой. Я надеюсь, что вам понравилось, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, можете писать послания, пожелания удачи тренеру, я надеюсь, что почитает также, да, ответит Непременно. каждому. Следующего гостя, кого хотели бы увидеть. Да, это очень важно, потому что сейчас в межсезонье у нас будет время кого-то позвать, пообщаться, и надеюсь, те, кто доступны будут, да?
Это С кем Тенгельбес. договоримся. Тенгельбес, удачи вам, договоритесь, я знаю, с любым. С вами мы сегодня были Тенгельбес Мусаев, меня зовут Бексам Салиев и наш гость Владимир Сало. Бақыт эми мен үчүн эң чоң бақыт бул балдарымдын бақыты. Мен үчүн бактылык бул стабильность да. Счастье — это когда рядом близкие, да, никто не болеет. Сен мындай кичинекей эле көңүл кылып койсо эле аял заты сүйүнүп эметип калат да, кандай десем. Я думаю, в первую очередь женщинам нужно думать о себе. Любой аял бактылуу болот болуш керек.